Движение – это жизнь, а спорт – это всегда движение, поэтому спорт всегда для жизни. У нас в Якутске проводятся дни открытых дверей на спортивных объектах. Более подробно об этом мероприятии не только мы поговорим с руководителем управления физической культуры и массового спорта Республики Саха-Якутия Николаем Цепандиным. Николай, доброе утро. Доброе утро, Николай. Скажите, пожалуйста, что из себя представляют дни открытых дверей? Ну, Дни открытых дверей мы до этого года проводили одноразовые акции. Например, мы планировали особенно осенью, потому что хотели, например, сделать запись для занимающихся. А эта акция будет не в течение февраля, а это будет уже круглогодичная акция. Да, и Чем она Чем мы отличается? будем заниматься? Основная цель-задача – это вовлечение населения систематическим занятием физкультурой и спортом. И вот в февраль месяц мы начинаем объектами Министерства спорта. Все объекты согласно графика, вот уже с этого субботы-воскресенья начинаем. Начинают Эллейботур, стадион Туймада, потом спарринные объекты пойдут, Чолбон, республиканский шахматный центр, потом все остальные объекты подключаются. И это будет еженедельные акции Министерства спорта своими объектами, занятия, бесплатные занятия среди населения. И основной упор мы делаем на как семейные часы. То есть, получается, одну неделю в месяц можно будет бесплатно посещать разные объекты? Или я неправильно поняла? 4 выходные можно посетить разные объекты бесплатно занятием физкультурой и спортом. То есть в выходные каждый Да, месяц? каждый А это будет занятие с тренером или без? Да, в каждом объекте будут тренера или инструкторы, они будут заниматься с населением. Обучение, например, в дворе спорта, игры теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол. Например, спорткомплекс Модун, там тренажерные залы, инструктора будут, Лекотийский манеж, тоже инструктора, тренера будут. Вот так. А где этот график можно посмотреть? Работы, да. Да, график работы мы составили. Сейчас по сети интернет, по WhatsApp, по соцсетям реклама пошла, но народ думает, что это одноразовая акция, которую Минспорт проводит. Но То это есть, будет, получается, да, нужно сказать, что каждые выходные... каждые выходные где-нибудь в каком-нибудь спортзале, согласно графика, народ приходит и занимается. И со следующей недели мы еще будем подключать наши объекты, которые в ведении Министерства спорта в районах и улусах. И в последующем уже начинаем работу с главами муниципальных районов о подключении к этой акции всех спортивных объектов, которые находятся на территории республики. А вот не получится так, что у нас иногда бывает, хотим как лучше, да? Народ придет, а места просто не будет и не хватит. Вот как Да, будет есть регулироваться, такие специфические объекты, например, бассейн. Мгм. Они, например, полностью бассейн не могут выделить, потому что там есть еще и тренировочные занятия. Да? Например, бассейн Чолбон предоставляет 2 дорожки. Это на 50 метров 2 дорожки, это в 1 час где-то человек 30 могут заниматься. Поэтому в рекламной акции написано, что ведутся записи населения. Вот такие. Ну то есть в некоторые объекты в лучше некоторых записаться. объектах будет регулироваться это по записи. А как много людей вообще посещают спортивные объекты? Насколько вот мы спортивны? Есть статистика какая-нибудь? Есть такая статистика. Чем больше объектов, тем не хватает времени для занятий. Да? Например, в дворе спорта 50 лет Победы за неделю проходит около 2000 до 2200 человек за неделю. Есть у нас рекордсмены, это Эллейботур, Чолбон, где от 5 до 6 тысяч человек занимаются физкультурой и спортом в течение недели. Это очень большая сумма. А вот то, что мы говорили о графике, вот соцсети, WhatsApp, это хорошо, а может где-то на сайт можно зайти там? Да, на сайте Управления массового спорта, на сайте Министерства спорта, также всех подведомственных учреждений Министерства спорта, вот эта рекламная акция, эта программа будет уже там, можно посмотреть, да? Население, да, зайти. Например, Управление массового спорта, поиски нажали, выходит, и там уже расписание И висит. сразу расписание Да. видно, да. А какой вид спорта у нас наиболее популярный? В последнее время самым популярным видом спорта являются игровые виды спорта. В связи с проведением регулярных чемпионатов города Якутска, где больше 300 команд по 4 видам спорта регулярно в течение всей зимы, потом летом футбол, в течение всего лета они по выходным проводят соревнования. В связи с этим сейчас волейбол
и мини-футбол очень популярны стали. Также вот оздоровительный бег. Еще хочу отметить, что каждый объект республиканского значения, они с 6 утра все открыты. Например, спорткомплекс Модун, стадион Туймада, бесплатно. Манеж. Там бесплатно для населения с 6 до 9. Спасибо большое, Николай, что подошли к нам в студию. Действительно хочется пожелать, чтобы жители республики больше участвовали в спортивной жизни, активно занимались и тем самым повышали свое здоровье, тоже как я врач советую. Всем спорта, всем здоровья. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому что после рекламы в этой студии вновь появятся наши коллеги Гея Буртахова и Алексей Лукин. А я хочу напомнить, что сегодня в Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 41 градус.